покоряя снежные склоны на лыжах или сноуборде и первым открывая вельвет склонов. Это то место в Таджикистане, где скоростные горные трассы. Поэтому сюда съезжаются все любители зимних видов спорта, друзья. Горный комплекс Сафедара основан в 1976 году и предоставляет услуги по спортивному туризму и лыжному обслуживанию на расстоянии 50 километров от города Душанбе. Я со своей командой направился в феврале 2022 года в мини-путешествие в Сафедару. Мы выехали из города Бохтар и ехали примерно 2 часа до цели. По прибытию я сразу кинулся осматривать территорию. Конечно, красота финских гор начала покорять меня моментально. Кто-то камеру уронил. Прикинь. Камера, что ли? Она что, записи делает? Салам алейкум! Мы в Сафедаре, друзья. Сейчас покажу, как он выглядит снутри. Да, в первую очередь мы направились в главный зал. Сейчас сразу в первую очередь переоденемся. Гид, как всегда, рядом с нами. Эркин, знакомьтесь. Салам алейкум. Так что, ребят, все будет сладко и вкусно. Тут, как мы видим, прокат горнолыжных снаряжений, сноуборд-комплекты, шлемы, маски. Данный комплект не обошелся. Да-да. Комната для переодевания. Конечно же, там касса. На всякий случай детские коляски для семейных. Идем дальше, покажу, что, что, где там. Поднимаемся. Конечно, очень сложно, но... Народ готов на старте. Ждем своей очереди. Все безумно классно, друзья. Погода отличная, в самый раз. Мы идем дальше. Просто невероятно. Дальше уже сил не хватает. Сафедара официально была впущена в эксплуатацию 30 декабря 2016 года с участием президента Таджикистана Эмомали Рахмона. И данный лыжный курорт имеет историю Советского Союза. Также напомню, Сафедара на высоте 2450 метров над уровнем моря на территории Варзобского района. Все, друзья, сейчас увидим Сафедару с птичьего полета. Надеюсь, высота будет большая. Тепло. Думал, почему затемненные окна, но, по-моему, из-за жары, если солнце будет светить, то тут, наверное, мы запаримся. Переживали, что картина не будет видна, но все видно. Покажу красоту. И, кстати, само слово Сафедара с таджикского языка переводится как «белое ущелье», что означает «белое место». Пока не слишком высоко, но отлично. Очень красиво. Теперь я вижу задние горы, они еще выше. Сафедара просто безумие, безумно красиво. Мне даже жарко стало.
друзья. Такая штука вот 30 самани стоит. Это, конечно же, шикарное удовольствие. Из Сафедары яблоки это, ребят. Я думал, это беги, но шанс маме? Да. Это 10 самон стоит. Мы решили пообедать в чайхане. В чайхане такие красивые топчанчики. Мы заказали фатир шурбо, ребята куток, так что покушаем дальше. Это просто вау. Памирский як. Асканский меринос. Друзья, я нашел красотку. Понял, Душанбе в Сафедаре. Смотрите красотку. Прокатаемся. Едем обратно в офис Латвтюлай. Везде развешаны такие колонки. Музыка со всех сторон. Для вечернего концерта выступают, танцуют. Это вы сами догадываетесь. Бар, летний бар, фейерверки. Вход-выход. Место для шашлыка, для мангала. Еще одно такое развлечение. Сноутюб. Спасибо. Я думаю, вы теперь поняли, что и куда пришли мы. Берем одно и вперед. Ноги массажируют. Людям уже лень шагать. Без преувеличений. Серьезно, друзья. Чем лыжи, мне это понравилось больше.
замерзли, решили попить кофе. Главный вход Сафедару. Афсонай Сафедара. Сказка Сафедары. Сезон для посещения в этом комплексе начинается, когда высота снега достигает как минимум. И это обычно бывает в середине декабря и продолжается примерно до праздника Навруз. Рекомендуется посетить Сафедару в новогодние дни, так как в нем организуются праздничные мероприятия с участием знаменитостей и организацией живой музыки. Так что всем советую просто хотя бы 1000 раз посетить Сафедару. Хушумаде вселенная. Спасибо за уделенное время и просмотр первого выпуска второго сезона Лахути Лайф. Также смотрите первый сезон, там прям 10 серий и большинство исторических мест. Я поднимался на пик Ходжа Мастон, побывал в Ходжа Машхаде, Мавзолей и Медресе, получив номинацию всемирного наследия ЮНЕСКО, а также там полно бонусных выпусков. Мир вашему дому! До скорых встреч на ваших экранах!